Обеспечение культурного досуга молодежи, строительство дорожного полотна, обращение граждан, поступивших на имя главы Ингушетии, темами не ограничиваются. Мы продолжаем показывать циклы сюжетов по следам диалога с народом, который прошел накануне. Сегодня отправились в селение Сурхахи, рассмотрели просьбу и от жителя Джейрахского района. Ирина Цычуева расскажет об этом подробно. Цветы, сделанные своими руками, лучший подарок, признается начальник общественной приемной Фатима Мислаурова. Комиссия лично приехала убедиться в том, что в этом новом доме культуры, который построен в сельском поселении Сурхахи всего несколько месяцев назад, функционируют различные кружки для детей. Потом третий сделаете еще одного цвета, и у вас будет тогда цветная красивая база. Да? А вы кого делаете? Лебедя? Лебедя делаете. Дом культуры сельскому поселению был просто необходим. Родителей, желающих развивать таланты своих детей, в селе много. Поэтому открытие этого объекта стало знаковым событием. Приехали сегодня в Сурхахи, и собственными глазами мы увидели, что дети занимаются, дети находятся здесь. И здесь уже есть 2 секции. Так как Дом культуры еще совсем молодой, в принципе, 2 секций, я думаю, пока достаточно. Я думаю, что они еще будут наращивать свою мощь, еще будут открываться другие кружки. Дети очень довольны. Причем я спросила их, занимаются ли они сегодня в первый день или это уже очередное их занятие. Они говорят, очередное, мы пришли уже не в первый раз. То есть мы убедились на собственном примере, что кружки есть, и они будут еще в дальнейшем действовать и работать, а мы будем следить за этим. В Доме культуры также проводятся занятия по бисероплетению и представлена возможность развивать и вокальные способности. Детей учит профессиональный музыкант. Убедившись в том, что здесь все в порядке, начальник общественной приемной главы и правительства Ингушетии отправляется дальше по следам диалога в Главное управление автомобильных дорог Ингушетии. Во время программы к главе республики обратился житель Джейрахского района, который просил продолжить реконструкцию центральной дороги. И здесь проблема вновь решена. Программа по поручению главы будет продлена и охватит тот самый участок дороги, о котором просил житель Джейрахского района. Установлены знаки, само полотно уже у нас закончено. То, что обращается житель этого поселения, он имеет в виду продолжение этой дороги и состыковкой с главной дорогой, которая у нас проходит от трассы Кавказ до сельского поселения Чми, Северной Осетии. Там расстояние больше, чем 1,5 километра, 1,8 километров. Значит, эту дорогу мы будем делать, как, можно сказать, по поручению главы. И я думаю, что мы ее закончим до 1 августа. В приемную главы правительства Ингушетии люди обращаются с самыми разными просьбами. Каждую сторону внимательно выслушивают, рассматривают письменные и устные обращения, направляют вопросы граждан в соответствующие органы власти. Словом, решают их по мере возможности. Вот и сегодня на приеме очередной посетитель. Инсульт, 300 давление, сахар доложится, далее волцевал мгерти окузмучава хацадия. Для лечения идешь на выходе и безмолвие. Выходе безмолвие, а реал лечения их. А общественная приемная и дальше продолжит решать проблемы обратившихся жителей региона. Ирина Цычуева, Хаваш Гойгов, Новости 24.